Раз. Где работает? Юрий, добрый день. Микрофон. Слышно? Раз. На кнопку нажать. Раз. Да, не работает, но тем не Работает, менее. работает. Раз. Слышно? 2, 3, 4. Ну, не важно. Раз. Но не пишет. Нет, зеленый индикатор, да, который? Зеленый работает, но нет. Раз. Ну, не важно. Уважаемые товарищи, коллеги, здравствуйте. Мы начинаем нашу пресс-конференцию, представляющую наше избирательное объединение Компартии Российской Федерации в Республике Башкортостан. Избирательное объединение Компартии Российской Федерации прошло регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Это происходило в субботу. Вы знаете, что это происходило достаточно скандально. Многие это видели, как происходило. И, естественно, эта тема будет затронута в нашей пресс-конференции. Будет дана оценка республиканского отделения КПРФ в Башкортостане этому событию. В нашей пресс-конференции принимает участие первый секретарь Республиканского комитета партии Юнир Кутлугужин, член бюро Республиканского комитета партии Вадим Старов, представители нашей команды, лидеры списка в Горсовет, это Андрей Егоров и Артур Шайнуров. Все участники пресс-конференции выступят, выскажут свою точку зрения, вы сможете задать все эти вопросы, но я бы хотел первоначально в вступительном слове отметить следующее. Сегодня выборная кампания вступает в свою решающую фазу. Мы прекрасно видим, в каком состоянии приходит состояние экономики и состояние страны. Если власти закрывают вид и делают вид, что ничего не происходит, то люди, открывая холодильники, заходя в магазины, понимают, что рост цен катастрофический. Самые незащищенные люди сегодня находятся в оболганном состоянии. Сегодня пенсии, зарплаты не превышают сегодня 12 тысяч. Что касается роста цен, если правительство не в состоянии урегулировать цены на первые самые продукты питания, то, наверное, оно не в состоянии и управлять экономикой. Мы предложили Единой России наш пакет законов, который обсуждался в Государственной Думе. Более того, этот пакет законов гарантировал формирование бюджета развития в 33 триллиона, который позволяло бы раскрыть экономику и развиваться экономике в том необходимом направлении, который сегодня который проходит вызов времени. Поэтому Единая Россия полностью игнорировала это. Мы предлагали неоднократно пакет законов касательно социальной гарантии. В первую очередь, еще раз напомню, мы предлагали 8 раз закон о детях войны. Единая Россия в полном составе игнорировала. И, конечно же, я не могу не акцентировать внимание на приеме этой людоедской пенсионной реформы, которую мы настаиваем на отмене, и мы будем настаивать на отмене этой реформы. Я напомню, что все единогласно Единая Россия голосовала за этот закон. Более того, все 11 депутатов от Единой России от Башкортостана голосовали за этот закон. Теперь 6 из них еще идут повторно в Государственную Думу, и которые сейчас уже стесняясь своей принадлежности к Единой России, называют себя командой Хабирова и называют себя авторами полезных законов. Я напомню, что авторы последних полезных законов лично голосовали за повышение пенсионной реформы, лично голосовали за повышение тарифов ЖКХ, лично голосовали за повышение налогов, лично голосовали за изменение Конституции. Поэтому авторы последних законов, стесняющиеся своей принадлежности к Единой России, сегодня вы прекрасно это видите. Что касается нынешней ситуации, которая происходила. Недавно то действие в Центре избиркоме, которое происходило в субботу, мы как судилище не рассматриваем. Это у нас выдвинута мощная команда, 345 кандидатов в депутаты федерального списка.
из них 15 в головном федеральном списке, они представлены. Лидеры списка: Геннадий Андреевич Зюганов, Светлана Савицкая, дважды герой Советского Союза и космонавт, и Павел Грудинин. Павел Грудинин, 226 человек, 225 человек у нас представлено в списке в одномандатных округах по всей стране. Мы выставим, это у нас, мы рассматриваем нашу команду как сплав опыта, юности и молодежного задора. У нас очень много молодых представителей, средний возраст 47 лет. У нас молодые представители идут сегодня по федеральному списку, а также по одномандатным округам. Поэтому в Республике Башкортостан у нас представлена команда, ее представит Юнир Кутлугужин. Я хотел бы отметить ситуацию, которая происходила в Центральной избирательной комиссии. Значит, по абсолютно надуманным предлогам был снят лидер списка Павел Грудинин, которому было предъявлено абсолютно надуманное обвинение, которое абсолютно несостоятельно. Если федеральные органы федеральные органы налоговые не имеют никаких претензий, то согласно письму зама генерального прокурора, который не основывается ни на каких фактах, ни на каких доказательствах, представляет якобы присутствие каких-то счетов, и Центральная избирательная комиссия просто тупо снимает все. Это действие показало, что действие и карманной так называемой оппозиции в лице «Справедливой России» и ЛДПР, которая также голосовала, Левичев, член избирательной комиссии от «Справедливой России», голосовал за снятие Грудинина, а Курдюмов, который представляет ЛДПР, пошел дальше. Он голосовал вообще против регистрации списка КПРФ. Поэтому это показывает. Сегодня Компартия Российской Федерации представляет единственную оппозицию нынешней власти, наши конкуренты «Единой России» и ее сподвижники в лице ЛДПР и в лице «Справедливой России». Поэтому мы выставили мощную команду, мы пойдем абсолютно уверенно, мы уверены, что мы готовы обеспечить контроль за выборами, мы готовим наблюдателей по всей стране. Поэтому у нас остается, как бы там ни пытались нас сегодня на федеральных каналах, у нас есть статистика, когда вроде как действует закон о равном доступе, но этот равный доступ не выдержит никакой критики. Единая Россия покрывает полностью практически федеральный эфир. Если вы включите любую новостную программу, вы увидите, что там Турчак поехал туда, Шмелева приехала в Уфу, и об этом рассказывают по 5-10 минут. Что касается Компартии, вообще умалчивают. Поэтому у нас остается за нами, даже несмотря на законы Яровой, все блокировки, попытки блокировки интернета, которые мы категорически с этим не согласны, у нас остается развитая сеть соцсетей, развитая сеть сайтов наших, у нас все региональные отделения имеют сайты, у нас есть свой телевизионный канал «Красная линия», у нас есть независимые СМИ, которые во многом, может быть, не поддерживают нашу программу, нашу идеологию, но, по крайней мере, они поддерживают принципы открытости и принципы демократичности. В том числе такие средства массовой информации присутствуют и в эфире. Мы с ними активно сотрудничаем. И мы будем доносить свою программу, максимально до каждого человека. Для этого у нас готовится к выпуску специальный выпуск газеты «Правда», который будет лаконично и очень точно рассказано о нашей программе 10 шагов достойной жизни. Первое, это, конечно же, собственность должна принадлежать народу, и Россия суверенную экономику. Сегодня у нас практически все финансы принадлежат западным банкам. Сегодня вся экономика контролируется, как бы нам ни говорили о внешнем суверенитете, но наши основные стратегические богатства, но большинство принадлежат иностранному капиталу. Конечно же, мы требуем, чтобы
индустриализация, нынешняя индустриализация 21 века отвечала тем запросам общества, которые были. Мы не должны вкладывать финансы в наш научно-технический потенциал, мы должны быть конкурентоспособны, мы должны обеспечить продовольственную безопасность, в первую очередь обеспечить товары первой необходимости, государство должно регулировать цены. Мы должны обеспечить финансы, рассматривать как инструмент развития. Мы обязуемся реформировать налоговую систему, провести прогрессивную шкалу налогообложения, где малоимущие будут освобождены от налогов, а богатые будут платить подоходный налог, соответствующий им доходу. Такая практика существует в Китае, такая практика существует в Соединенных Штатах Америки, в Европе, во всем цивилизованном мире. Только у нас самые малообеспеченные, самые богатые платят по 13%. Мы обязуемся обуздать тарифы цен. Сегодня, когда абсолютно отпущено, увеличено НДС, цены на бензин, вы прекрасно видите, как они скачут, цены на продукты питания. Поэтому здесь четко и лаконично представлена наша программа, и это спецвыпуск газеты «Правда» пройдет по всей стране, и в том числе в Республике Башкортостан. Я с удовольствием передаю слово Юниру Кутлугужину, который представит команду Республики Башкортостан и выскажет свое видение развития выборной кампании. Спасибо. Добрый день, уважаемые товарищи. Хайырлы күн, кадрлы иптештар. Сегодня я очень рад, что вы пришли на нашу пресс-конференцию и решили послушать нашу программу. Башкирское республиканское отделение КПРФ в этом году участвует во всех избирательных кампаниях 2021 года по выборам депутатов Госдумы Российской Федерации. По всем 6 округам выдвинуты достойные наши товарищи, депутаты Госдумы, депутаты Госсобрания и наши сторонники. Пофамильно хочу отметить, что по Уфимскому избирательному округу идет Ющенко Александр Андреевич, секретарь Центрального комитета, действующий депутат Госдумы. По Нефтекамскому избирательному округу Галин Ильгам Илюсевич 3 раза избрался он уже депутатом Госсобрания, очень достойно работает, секретарь по идеологии Республиканского комитета КПРФ. Также по Благовещенскому округу Романчиков Евгений Иванович, коммунист, и на выборах 2018 года он не смог набрать только 200 голосов. Если 200 голосов было бы, то он в 2018 году уже был бы депутатом Государственного собрания. Но вы сами прекрасно понимаете, как происходят вбросы, фальсификации и так далее. По Стерлитамакскому избирательному округу выдвинули Юсупова Гузель Емельевну, беспартийная, действующий депутат Государственного собрания. Она в последнее время работает руководителем ковид-центра города Стерлитамак. Она имеет большой авторитет перед населением, и она очень, скажем, комфортабельная, объективная женщина. Действительно, она душой коммунист. По Салаватскому избирательному округу выдвинули Суюндукова Ильгиза Борисовича, декана факультета филиала БГУ в городе Сибай. Хороший семьянин, профессор, научный работник именно по экологии. Вы знаете, за Урале у нас сегодня захлестывает нарушение наших экологических проблем, и катастрофа возникает. Поэтому очень нужный человек, беспартийный представитель коренного населения нашей республики. По Белорецкому округу Газизов Альберт Ильгизович, беспартийный, действующий депутат Государственного собрания, успешный предприниматель, хороший семьянин. И сегодня он распространяет свою деятельность по всей республике Башкортостан. И особенно как мастер спорта международного класса по легкой атлетике, он пропагандирует и сам тренирует группу молодежи по легкой атлетике. И
Аллах верса, еще увидим его воспитанников на Олимпиадах по летним видам спорта. По партийному списку наш список возглавляет Александр Андреевич, потом я иду вторым, Вадим Николаевич Старов третьим идет, Ильгам Юлюсович четвертый, Игорь Александрович Семенов пятый, первый секретарь Салаватского горкома партии, действующий депутат Госсобрания, и завершает наш партийный список Хафизова Илья Авхатовна, коммунист, действующий депутат Государственного собрания. Таким образом, как видите, все достойные, и мы будем рассчитывать, что с такой командой в Госдуму наберем достаточное количество, чтобы установить, как говорится, советскую власть от Республики Башкортостан. На дополнительных выборах в Государственном собрании по 3 округам мы также выдвинули наших кандидатов. По Янаулу и Бураевскому Романчиков, по Калтасинскому округу Шамсуддинов Венер, и третий у нас по Гафури и по Талбазинскому Юсупов Гарифович, имя вылетело из головы, но не главное. Они тоже уже прошедшие, как говорится, выборы, имеют опыт работы. Также мы выдвинули кандидатов по выборам депутатов городских поселений городов Белорецк, Бирск, по Юматовскому сельсовету. Наша программа Башкирского республиканского отделения КПРФ мы разместили на сайте Рискома, и в средствах массовой информации есть. И мы в основу нашей программы взяли программу КПРФ «10 шагов к власти народа» и к СССР «Сильной, справедливой социалистической родине». Все наши требования там мы по пунктам разложили, и по Республике Башкортостан мы считаем, что Республиканский комитет КПРФ внес большой вклад в возвращение основных отраслей народного хозяйства в республиканскую собственность. По Башнефти мы еще в начале 2000-х годов говорили о том, что неладное творится в офшорах. Мы все-таки добились возвращения или передачи 25% и плюс 1 акцию в нашу республику. По башкирской содовой компании, когда уже все органы государственной власти нашей республики руки подняли, мы от имени Бюро Рискома и фракции КПРФ в Государственном собрании обратились к Путину, президенту Российской Федерации, и в результате в марте месяце контрольный пакет передан правительству Республики Башкортостан. Это говорит о том, что авторитет Республиканского комитета КПРФ есть и будет, дальше будем только развивать. И в этом году, как вы знаете, по ЖКХ очень много было вопросов, об этом Андрей Владимирович конкретнее остановится. Мы на уровне Государственного собрания несколько раз поднимали этот вопрос, чтобы провести парламентское расследование, но не получилось. И фракция КПРФ и ЛДПР мы объединились и создали свою депутатскую группу, провели депутатское расследование, провели 5 заседаний, и свои выводы мы направили главе республики, в правительство, министру ЖКХ и в органы федеральной власти. И непосредственно в письменной форме обратились к премьер-министру Мишустину, чтобы тарифы на отопление не повышали. Но тем не менее большинством голосов в этом году Единая Россия все-таки протолкнула не под названием повышение, а под названием изменение тарифов. Мы против выступили и дальше будем выступать и принимать конкретные решения. По создавшейся ситуации политическая обстановка
накаливается, и я уверен в том, что население, избиратели нашей республики в этом году большинство поддержат КПРФ и наших кандидатов, и тем самым мы должны дать ответ партии власти и органам власти, что хватит нам жить в условиях капитализма, надо вернуть все социальные завоевания, которые были достигнуты при советской власти, и вернуть природные ресурсы и основные стратегические отрасли народного хозяйства в общегосударственную собственность в лице действующих правительств. И по исключению из партийного списка Грудинина Павла Николаевича, мы вот буквально час тому назад провели заседание бюро Рискома и приняли политическое заявление, что это надуманный политический шаг правительства, который руками Центра избиркома Российской Федерации направляет свои щупальца против КПРФ и против наших кандидатов. И мы призываем всех коммунистов, наших сторонников принять активное участие 30-31 июля в проведении одиночных пикетов и 1 августа. И тем самым мы должны показать, что мы в единстве, мы вместе, вместе мы сила, вместе мы победим. Спасибо за внимание. Мы хотели, тогда каждый представитель нашей команды представит свое видение развития выборной кампании, свое видение развития ситуации в стране. Я передаю слово Вадиму Старову. Еще раз здравствуйте. После такого пламенного выступления, прям Ильнура Ильяновича, о ситуации и в республике, и в отношениях населения, и отношения коллег в парламенте с Единой Россией, трудно что-то добавить. Хочу только сказать, что Александр Андреевич нам представил выдержку, да, из достаточно объемной программы партии, которую мы всем представим и раздадим. В ней больше говорится о проблемах общегосударственных, проблемах страны, которые идут к населению. Выборов в Госсобрание в этом году в республике нет, только до выборов в нескольких округах. Но, на мой взгляд, крайне важное это выборная кампания в Горсовет Уфы, да, которая будет проходить одновременно с Государственной Думой. И там проблем-то не меньше, чем в стране накопилось. То есть, и эти проблемы, может быть, они звучат только, как сказать, там, менее значимо, может быть, звучат с точки зрения там, заявления о них, но нисколько не меньше для каждого человека и гражданина, живущего в Уфе. Да? То есть мы там ежедневно сталкиваемся с поборами, с неэффективным расходованием наших с вами средств, да, о чем мы всегда забываем. И это только одна сторона медали. Вторая ее сторона медали, мы все хотим осуществлять должный контроль и надзор, да, за этими мероприятиями. Его должна делать прокуратура, и она в какой-то мере это дело отрабатывает, но этого недостаточно. У нас существует по закону в парламенте республики проведение парламентских расследований, когда группы депутатов могут инициировать парламентское расследование и посмотреть, как потратили те или иные деньги из бюджета на там, те или иные программы, пусть то будут дороги, строительство школ, детских садов, питание в школах. Вот я как раз об этом хотел сказать. Наша фракция и наши депутаты вносили там за последнее время, наверное, на каждом пленарном заседании вносится тематика, потому что их, к моему большому сожалению, таких проблем очень много. Будь то проведение парламентского расследования по строительству у нас улиц,
Комсомольская. Ну, в частности, мы по улице Комсомольской проводили, ну, это же ни в какие ворота, да, не лезет то, как осуществляется эта история. Мы вносили по теплу, мы вносили по питанию. И каждый раз Единая Россия либо отказывает нам в проведении этого парламентского расследования, вместо этого инициирует круглый стол, куда привлекаются примерно 95% единороссов, 5% от остальных партий, и все, и мы больше ничего с вами об этом не знаем. То есть оно проходит так, как должно по видению партии «Единая Россия» проходить. То есть все хорошо. Да, платежки выросли. Кто виноват? Ну, люди, вы сами виноваты. Да, вот итог работы круглого стола под руководством «Единой России» по отоплению, он очень простой. Люди, вы сами виноваты, у вас счетчики плохие. Никак по-другому. То есть тут все остальные аргументы, здравые мысли, идеи о том, что нужно поменять, все убираются в сторону. Люди, вы во всем виноваты. И это базовый подход Единой России, на мой взгляд, во всех делах. Вот в свое время, 5 лет назад, партия предлагала на выборах в Госдуму изменить или вообще отменить поборы по ЖКХ. Да? Мы все платим за капремонт, который проводит неизвестно кто, неизвестно где, неизвестно для кого. Но зато требует у нас каждому, да, дай денег вперед, куда-то мы их потратим. Мы же предлагали, да, очень разумные вещи изменить. Но если вы хотите с нас собирать вообще эти деньги, давайте местами поменяем. Давайте сначала вы проведите капремонт в каком-то доме за счет средств бюджета. Проведите, жители его примут, это капремонт, качество его, что очень важно, да. Сейчас сигналы поступают постоянно через один дом, что подписи подделали у жителей, что дом принят, что идеальный ремонт там. Вы сделаете этот ремонт, и после этого жители начнут его оплачивать по чуть-чуть, как и предусматривалось в законе. Нет, они же даже об этом думать не хотят. Они говорят, зачем? Мы просто получим сейчас каждый месяц, каждый из вас будет получать деньги, будем тратить бесконтрольно. В противном случае со своей идеей вы ставите нас в неудобное положение. Нам надо работать будет, да? Ну а для чего вы нужны? Вы нужны для того, чтобы работать. То же самое происходит с теми же дорогами и с остальными этими госстройками. Я прямо на заседании парламента задавал вопрос и прокурору республики, это точно. Я говорю, вот смотрите, у нас по закону, когда дорогу строят или ремонтируют, всегда есть гарантия подрядчика, генерального или субподрядчика, от 3 до 5 лет на качество дороги. Я говорю, а кто-нибудь проверял исполнение этих гарантий? У нас каждый год ремонтируют. Если ремонтируют дорогу, то асфальт уходит вместе со снегом. Вот снег растаял весной, и асфальт с ней растаял. Но, извините, вы же отторговываете эти договора. Спросите у этого подрядчика, он должен исправить все. Я не помню, 5 лет, по-моему, на новое сооружение, у них 3 года на ремонт, когда произведем. Кто из нас знает, когда по этим гарантиям что-то поменялось? Каждый год эти дороги ремонтируют, каждый год они исчезают вместе со снегом, и исчезают наши с вами деньги. Ни одно это расследование нам провести не дали. То есть мы выезжали фракции туда. Да. Соответственно, эти деньги тоже уходят. В данном случае это контроль депутатского корпуса в городах. Да. Только они и уважаемые журналисты могут поднимать эти вопросы, потому что видят это каждый день. Мы же живем в Уфе. Да. То есть вот дорогу отремонтировали, были ямы, стали кочки, да, отлично. Или исчезла она куда-то. Но каждый раз это можно делать. Не делают и не будут делать. И мы с вами в этом все убедились. Ни одного подобного на мою веку, на моей памяти такого решения от депутатского корпуса Единой России не было никогда. Я не помню такого. Если кто-то мне про это расскажет, буду очень рад послушать и на место выехать и посмотреть, где эта дорога. Ничего этого нет. Я очень надеюсь, что сейчас мы сформируем достойную фракцию в Горсовете Уфы, сформируем
единую приемную по городу Уфы, где на постоянной основе будут дежурить ежедневно или через день помощники депутатов, и все жители города Уфы могут туда приезжать. Сами депутаты там 2 раза в месяц, например, общий прием будут проводить, а помощники еще гораздо чаще там находиться, потому что у нас тоже формируется дисбаланс. В некоторых районах у нас при выборах в горсовет по несколько депутатов было, а в каких-то их не было. И часть жителей была лишена этой возможности полноценно контактировать с депутатским корпусом. Я считаю это несправедливым, и эту ситуацию надо поменять. Либо она меняется либо единой приемной, либо нашей победой во всех округах, что тоже возможно, и тогда мы готовы держать ответственность за те вещи, которые я сказал, еще коллеги скажут, предлагаю им слово передать. У нас все самые крупные политические события происходят в столицах. Столица Республики Башкортостан является город Уфа. В Уфе будет очень важные выборы в городской совет, где можно сформировать команду, которая будет исходить из интересов жителей города Уфа, из интересов культурной традиции, из интересов именно традиционных восприятия экологии. Сегодня, в основном, все мы знаем, что во многом политика городских властей исходит не только в Уфе, это вообще тенденция по всей стране, в интересах крупных застройщиков. А они являются основными олигархическими структурами, влияющими на власть в городах. Поэтому очень важно, что сегодня будет наша команда представлена профессионалами в этой форме. Я бы хотел передать слово Андрею Егорову и Артуру Шарнурову, которые являются лидерами нашего списка в городской совет. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, прежде всего хочу от нашей команды еще раз выразить слова признательности, благодарности за оказанное вами внимание и за ваше присутствие на нашей пресс-конференции. Спасибо еще раз. Отмечаю, хочу сказать, что для нас это судьбоносное событие. Мы новый состав городского совета идем с обновленной командой. Команда, которая сегодня подобрана и по духу, и по воле, и по уверенности в достижении своего результата. Средний возраст составляет 45 лет. Это синергия и опыта, и, безусловно, возможности, которые нам сегодня предоставлены. Друзья, не секрет, хочу отметить, что сегодня страна находится в крайне тяжелых событиях. С одной стороны, это внешний фактор давления, который оказывают империалистические страны, это нарастающий экономический кризис, который, к сожалению, ухудшает материальное благополучие наших граждан. Идет достаточно активная стагнация экономики. Это достаточно серьезные социальные проблемы, которые связаны с повышением смертности, с уменьшением рождаемости и с невиданными масштабами бедности. И, конечно, социально-культурная и социально-нравственная ситуация в обществе, она становится настолько душливой, что молодежь, не зная ни перспектив, ни понимания, как себя вести, берет оружие и идет расстрелять своих однокурсников и одноклассников. И вот в этой ситуации мы идем на выборы уже представленной новой командой. В этой ситуации хочу отметить, что, безусловно, город Уфа имеет право быть лучшим городом в нашей стране. И все шансы для этого есть. И, конечно, имеющиеся проблемы в городе, на наш взгляд, они вызваны прежде всего отсутствием системного подхода в разрешении судьбоносных решений, которые требует миллионный город. Если коснуться основных ключевых вопросов, я бы, конечно, акцентировал обывательский взгляд наших жителей. Да, рядовым нашим горожанам неинтересно, что происходит в высших эшелонах власти. Они оценивают качество власти по бытовым своим ощущениям. Выходят в подъезд, выходят на улицу, идут в поликлинику, идут в магазин, и вот, соответственно, оценка всех качественных параметров формирует и качество его жизни. Поэтому, останавливаясь на
общественном транспорте, в этой части хочу отметить, что, к сожалению, тоже системного подхода и градостроительной политики в части развития общественного транспорта и электротранспорта, он, по сути, сегодня отсутствует. Идет только фрагментальное и локальное решение проблем, на которые сегодня реагируют чиновники, и поэтому мы, конечно, понимаем, что сегодня нет нормальной возможности сегодня пользоваться общественным транспортом, нет возможности парковать свой личный транспорт, что при правильной организации процесса могло бы привести, что люди могли бы с достаточно большим желанием пересаживаться на общественный транспорт. Второе, проблемные моменты, которые сегодня волнуют наш горожан, это проблема наших городских дорог. Но мы уже, наверное, перестали удивляться, как сегодня служба заказчика, муниципальные службы, представители предприятий, генерального подрядчика демонстрируют свою, я бы сказал, просто ненравственную и абсолютно бездушную позицию по отношению к своим горожанам. Мы неоднократно встречались во дворах улицы Комсомольской с жителями данных домов и наблюдали, насколько тяжело вот в период дождей и в период весенних паводков, да, это просто практически становится невозможно перейти эту улицу. И, к сожалению, вот, то, что происходит, абсолютно не вызывает уважения к тому уровню работы и контроля наших муниципальных служб. Сегодня мы также наблюдаем, что на протяжении месяца никак не может разрешена быть проблема размыва ливневого коллектора на улице Цулупа и пересечении Коммунистической. Месяц я вот пытаюсь наблюдать вообще, как организовывает работу муниципальный заказчик и службы городские, которые сегодня отвечают за ремонт этого размыва. 30 дней прошло, и картина на сегодняшний день практически не изменилась. Единственный экскаватор, который там находится, он выполняет перемещение грунта и ПГС с одной точки в другую. У него уже ковш проржавел, и я все наблюдаю, как же городские службы в конце концов дадут оценку, что на протяжении месяца не может быть устранен элементарный аварийный случай. Говоря о проблемах, связанных с вывозом твердых бытовых отходов, ну, такая же, собственно, проблема, нет системного подхода. Сегодня борьба за влияние на заключение государственных муниципальных контрактов между подрядчиками, специализирующими в этой области. Но, к сожалению, качество и вывоза мусора, и качество уборки общественных пространств у нас в городе на сегодняшний день пока оставляет желать лучшего. Если касаться и других проблем, ну, я для себя наметил их несколько ключевых вопросов, да, с которыми мы, понимая уже как некую программу, будем с коллегами идти на выборах в городской совет. И ключевой задачей, собственно, у нас звучит термин, что критикуя, предлагает. За каждой проблемой, безусловно, есть и решение вопроса. Но стоит задача правильно организовать этот процесс и правильно построить систему контроля при решении тех или иных задач. По вопросам ЖКХ, этот вопрос более шире поместит мой коллега. И говоря о том, что деятельность депутатов городского совета, она не оценивается как деятельность органов государственной власти. Но с уверенностью могу сказать, что это достаточно эффективный, нужный, необходимый инструмент для влияния на те или иные процессы в борьбе за дело интересов наших горожан, наших трудящихся. Спасибо за внимание. С огромным удовольствием передаю микрофон своему коллеге. Друзья, после такого спича сложно, конечно, что-то добавить, но добавлю, наверное, такой момент. Мы видим работу фракции КПРФ в Горсовете в новом составе, как сказал, люди, которые имеют несколько образований, которые подкованы экономически, которые подкованы юридически, которые понимают, что такое системная работа, и которые, я убежден, смогут эту системную работу с исполнительной властью наладить. То, про что мы сейчас все говорим, про систему ЖКХ и так далее, хотим применить работу, которую проводили в парламенте
об этом Юрий Кремлянович говорил, это первая, наверное, такая работа проводилась межфракционной группы по расследованию ситуации с тарифами. Мы хотим данный опыт улучшить, применить и распространить его уже на муниципальный уровень, это не только на уровень города Уфы. Мы хотим понимать, каким образом и получить отклик, во-первых, от жителей Уфы, и этот опыт мы будем получать от работы как раз общественной приемной, всегда находиться в диалоге с жителями. Этот опыт мы хотим понимать информацию, которую люди нам доносят, как этой информацией воспользоваться, как правильно эту информацию преподнести на уровень городского округа, на уровень городского совета, и как спрашивать с исполнительной власти, что же они делают. Потому что для нас действительно там загадка, все сотрудники там, или работники муниципальных служб, почему они так работают. То есть мы не понимаем, то ли это низкие заработные платы, какая у них мотивация, то ли те же самые тарифы душат этих же самых людей, они просто не хотят работать или работать где-то в других местах. Или, возможно, туда не идут профессионалы. Это большой-большой пласт работы, который нужно провести, его нужно поднять, нужно понять и донести это, первое, до избирателей. Как мы будем дальше двигаться? Второе, это, конечно, до исполнительной власти и совместно с ними, контролируя этот процесс, этим вопросом заниматься. Вопросов по ЖКХ очень, конечно, большое количество. Если остановиться на вопросе, последний, по крайней мере, касаемо изменения, как Юрий Кремлянович подчеркнул, тарифов, которые с 01.07 у нас 2021 года произошли. Вот 16 июля поступил у нас ответ от Госкомитета, где на прямой вопрос мы спросили: расскажите нам, пожалуйста, каким образом сформированы новые тарифы и почему. Нам прислали ответ на буквально там 1/3, наверное, листа с непонятной таблицей, из которой нужно было каким-то образом самим подчеркнуть информацию и как это доносить жителям, просто отписка. То есть мы не понимаем, то есть работа будет продолжаться и на уровне парламента республики, и на уровне городского совета. Еще раз подчеркиваю, мы хотим весь тот опыт, который накоплен депутатами Госсобрания по работе с системами ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями, улучшить его и применить его на уровень муниципалитетов. Отдельно хочу остановиться на все-таки работе фракции, которую мы надеемся сформировать в городском совете. То есть мы видим энергичных людей, которые будут работать всегда на прием с жителями и через общественную приемную, и через личные встречи со своими избирателями, не только до выборов, но и после выборов, это обязательно. Вадим Николаевич предложил 2-3 раза в неделю, но это у нас, наверное, будет работать фракция именно общественная приемная. Мы хотим в дальнейшем перейти на ежедневный прием. Любой житель города, невзирая от какого округа избран депутат, будет наделен возможностью прийти и изложить любую свою проблему. Мы хотим охватить максимально больший пласт наших избирателей для того, чтобы понимать их проблемы, обрабатывать эти проблемы и улучшать качество жизни на муниципальном уровне, включая и практическую, и слаженную работу с Госсобранием Республики Башкортостан. Не буду подробностями ваше внимание отвлекать по проблемам, именно там ЖКХ всех. Я считаю, сегодня очень много уже об этом сказали. Поэтому спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я хотел, прежде чем перейти к вопросам, остановиться еще на одном таком маленьком аспекте. Во-первых, еще раз, у нас выборы происходят сегодня в новой политической реальности, которая обусловлена новой, наверное, мировой ситуацией вокруг людей, которая вызвана с ковидом. Понятно, что сегодня, исходя из позиции Роспотребнадзора, ковид, вот этот вирус, он
избирательно подходит к людям, и если коммунисты выходят возлагать цветы памяти погибших 9 мая, их арестовывают, так как это было с первым секретарем Кутлугужиным. Но когда происходят мероприятия, организованные городом или властями, то почему-то ковид не действует. Это такая абсолютно уже понятная избирательная система, и это будет происходить. Я в свое время предрекал, что усиление ковидных мероприятий будет как раз конец августа и начало сентября, это как раз под выборы. И сейчас мы уже слышим, что, например, в Дагестане выпущена не то что рекомендация, уже постановление избирательной комиссии республики о том, что каждый член территориальной комиссии, каждый член с совещательным голосом, решающим голосом и наблюдатели до 9 августа должны быть привиты. Это говорит о том, во-первых, мы не можем даже выставить до 9 августа подготовить наблюдателей. Это говорит о том, что сегодня, исходя из этих ситуаций, будут препятствовать наблюдению на... Это один прецедент только в Дагестане, но нет гарантии, что он развернется по всей стране, и тем более я не исключаю, что это будет и в том числе в Республике Башкортостан. Поэтому мы исходим из закона. Это решение противозаконное, мы будем настаивать на том, чтобы этого не допустить. Сегодня уже начинают спекулировать. Есть депутат от Госсовета Татарстана, представитель Единой России, руководитель телерадиокомпании, называет людей баранами, то большего хамства и цинизма представить невозможно. И если сегодня Единая Россия подписывает в Центре избиркома с другими своими карманными партиями договор о безопасности выборах, они уже стесняются подписывать договор о честных выборах, они под безопасные. Это говорит о том, что все готовится для того, чтобы не допустить наблюдателей. Второе решение Центральной избирательной комиссии – недопущение наблюдателей до камер видеонаблюдения, на которые были потрачены, напомню, ровно 10 лет назад по указу Путина все участковые комиссии были обеспечены видеокамерами. К этим видеокамерам не имеем права теперь подступиться. Это говорит о том, что готовится максимальное продавливание своих решений, своих разнарядок, которые распределены на регионы. И мы, естественно, в Компартии выступаем за добровольную вакцинацию. Мы не отрицаем никакой ковида, мы не являемся ковид-диссидентами, но мы выступаем категорично за добровольную вакцинацию людей. И не будем настаивать. В первую очередь, это у каждого должны быть свои медицинские рекомендации. Когда поголовно нас начинают, как стадо баранов, как выразился очередной, я буду цитировать этого гражданина, если этого с позволения можно сказать. Если он так нас видит, мы с этим категорически не согласны. И на выборах мы должны доказать это. Прежде чем приступить к вопросу, я хотел бы немножко сделать торжественное мероприятие с вручением удостоверения кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва в составе федерального списка, выданного Коммунистической партии Российской Федерации, которая выдана Центральной избирательной комиссией, и вручить удостоверение Кутлугужину Юниру Дамьяновичу. Удостоверение. Вручите удостоверение Старову Вадиму Николаевичу, который зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы. Галину Ильгаму Илюсовичу. Сейчас. Еще раз. Подождите. Значит, Хафизовой Лилии Ахматовне. И удостоверение Семенова Игоря Александровича я передаю Юрию Ильяновичу Кутлугужину. Одномандатникам выдается окружная комиссия. Это удостоверение выдано Центральной избирательной комиссией лично Эллой Панфиловой. И разрешите вручить такое же удостоверение Ющенко Александру Андреевичу. Мы переходим к вопросам. Пожалуйста, я хочу, кстати, отметить, у нас равный доступ средств массовой информации к освещению всех политических партий, но почему-то ни один телеканал, который работает под, скажем так, в интересах развития республики, не пришел. Поэтому, если есть вопросы, мы готовы ответить на все ваши вопросы.
Микрофон просто в зал. Да, пожалуйста. У меня вопрос про строительство и сферу, и эту сферу. К представителям отделения партии в нашем регионе. У меня такой вопрос. Есть ли понимание у партии в предложении, как должна быть организована жилая застройка? Потому что часто бывает так, что дом просто втыкается тут уже и без того плотное какое-то строительство, застройку, без учета нагрузки на магистрали и коммунальные сети. Вот, есть ли какие-то у вас предложения в этой части? Спасибо. То есть точная застройка, да, вы хотите Да. сказать? На наш взгляд, застройка в городе Уфа или в целом республике имеете в виду? По республике. Ну, вообще в целом по республике, но в Уфе, конечно. Ну, на примере города Да. Уфы, да, давайте смотреть. Мы выступаем только за комплексную застройку, комплексное освоение территорий, запретить, прекратить точечную застройку. Сейчас наконец-то принят федеральный закон о комплексном развитии территорий. Министр из Татарстана, вице-премьер из Татарстана. То есть сразу видно, они люди с земли, привязанные к строительству, понимают, чем они делают. У нас, к сожалению, в федеральном правительстве не всегда такое наблюдается. Ну так вот, этот закон, собственно, очень прекрасно регламентирует, каким образом разбивать территории в городе. Условно можно сказать на 3 части. Да? Это свободные земельные территории, комплексное освоение их. Это промышленные территории. Надо сказать, что промышленность у нас либо умерла в большей своей части, либо в силу экономических причин и там еще каких-то стало неэффективной, поэтому достаточно большие территории просто брошены под бараками и складами находятся. Это Лихачевская промзона, да, вам известны такие территории. Третье – это старый жилой фонд, это как раз-таки бараки, это ветхое аварийное жилье, туда же включается ЖС. Там очень прекрасно понятно в этом законе, каким образом эти территории должны осваиваться. Там речь ни в коем случае не идет об одном доме бросил все. Этот закон позволяет осваивать эти территории с учетом всех интересов жителей, как соседних прилегающих земельных участков и в том числе жилых домов, квартир, так и те, которые приобретут их. У нас, к сожалению, в городе часто забывают про то, что нужны не только сети, да, дома, и они перегружены, и потом аварии происходят. Нужны и социальные объекты. Это детские сады, школы, это скверы, парки, зоны отдыха. И на самом деле, даже до этого закона в законодательстве все это предусмотрено было. То есть на каждую территорию под застройку существует норматив, сколько школьных мест, сколько детсадов и плотность. Мы должны не забывать, что нельзя же человейники строить, да? То есть когда на 1 квадратный метр какое-то безумное земли, какое-то безумное количество людей живет, они просто ходят и лбами сталкиваются ежедневно. Все это прописано. Но некоторые наши чиновники иногда об этом почему-то забывают. И очень так по-доброму или подпись ставят где нельзя, или не ставят подпись. Потом я не раз с этим сталкивался, вообще не моя подпись. Я не знаю, кто это поставил. Поэтому точечную застройку проводить, чтобы коротко, я долго могу об этом говорить. Только комплексное развитие территорий, а точечно давайте на эти места, где кто-то хочет дом посадить, либо, если это частная земля, ее выкупать, строить парк, сквер, больницу, детский садик, прогулочную зону. Давайте превращать свой город в то, что можно любить, да? А не то, что можно продать и потом куда-нибудь уехать. То есть только так. А территорий для промзон и свободных достаточно, поверьте мне. Да, туда нужны какие-то вложения властей с точки зрения инфраструктуры, сети провести. Но их же и вложить потом в продажу земельного участка застройщику эти затраты. Вот только ни в коем случае не делайте это бесплатно. Туда, может, это там рынок вторичных продаж приведет. Все. Более того, сейчас власти республики пример такой внедряют, когда застройщик комплексное освоение проводит, говорят, будь добр, детский садик тоже сам построй. Ты строишь много,
Ты строишь там 200-300 тысяч, осваиваешь квартал. Ну построй там детский садик, если его нет. Почему власти должны делать? Я в принципе с этим согласен. То есть, может быть, больницы, например, оставить на этот, или школы, это очень большие траты. Но детские сады и поликлиники небольшие там мы стройте. Постройте парк небольшой, ничего страшного не будет. Давайте тоже найдем этот баланс интересов между доходностью застройщика и его социальными обязательствами. Вы строите у нас в городе, видите совесть и, соответственно, идите на те вещи, которые нужны жителям города. Спасибо. И Владимир Николаевич, парков. Парками стать, там много перечислены, они все перечислены в законе. Перечень длинный и закрытый. Но нужен контроль, и не все муниципальные чиновники его проявляют. Поэтому я и говорил в своем спиче о том, что ну, если они не успевают это делать, дайте и парламентариям эту историю. Пусть они поднимают этот вопрос, вытаскивают эти документы, передают в прокуратуру. То есть это нормально, во всем мире так. Так, пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста, «Эхо Москвы», с удовольствием. Да, спасибо. Руслан Валиев, «Эхо Москвы». Позволю себе предисловие, потому что вопрос долгий, наверное, если можно, связанный с выборами, конечно же, с наблюдением за выборами, с честностью, открытостью и так далее. Многие, наверное, знают, у меня есть опыт, как бы, миссия, скажем так, не только на радиостанции, но и в качестве члена избирательной комиссии, и вообще активного участника избирательного процесса с точки зрения обеспечения его открытости. Я вот сейчас сидел и нашел свою собственную публикацию, сделанную 9 сентября 2018 года после выборов в Госсобрание. Так вот, на моем участке, где, на мой взгляд, я уверен в результате 100%, с 29,5% победила КПРФ. Единая Россия второе место 26, ЛДПР 22, Справедливая 13. И поскольку мой участок является совершенно среднестатистическим по Уфе, там 2200 избирателей, обычный двор, обычные дома, в общем, я склонен делать вывод, что вот результат моего участка является абсолютно модельным. И тот результат, который я показал на этом участке, он показывает, что состав Госсобрания нынешнего мог бы быть совершенно иным, если бы результат тех выборов отстаивали общественники и прежде всего участники в виде политических партий. В связи с этим вопрос, что будет делать КПРФ нынче для того, чтобы постараться результат, который наверняка может быть достойным, здесь с ним не судить, соответственно, каким-то образом отстоять все-таки попытаться. Какой участок у вас? Вы помните? Ну, у меня 371 номер. Дело не в номере, интересно, да. Я об этом не раз уже говорил публично, в том числе, как бы не устаю повторять, потому что есть элементарные вещи. Могу продолжать долго и по прошлогоднему голосованию по Конституции, как бы. Вот. Но этого примера, по-моему, достаточно, чтобы понять, что есть не только предвыборный период и день голосования, но есть еще и необходимость, наверное, отстаивать результат, который удается, достичь которого, да, но отстоять не удается. Спасибо за вопрос. Я считаю, побольше бы таких наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса. И в этом году мы рассчитываем на активную поддержку со стороны населения в ходе контроля. Поэтому мы обращаемся ко всему неравнодушному населению нашей республики. Обращайтесь в районные, городские и республиканский комитет КПРФ с тем, чтобы каждый избирательный участок надо обеспечить нашими представителями, членами комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателями. С этой целью мы организовали централизованную учебу, подготовка наших представителей. Мы уже вот на 2 недели выезжали на северо-восток. В эту субботу поедем за Уралье, и это будем проводить. И на местах ответственные первые секретари райкомов и горкомов. И действительно, вот то, что Руслан Валеев сказал, это действительно так должно быть. И совершенно картина должна была совсем другая в Государственном собрании. И поэтому в этом году мы, выдвигая кандидатов и в Госдуму,
и главный совет городского округа достойных, умных, молодых, энергичных людей. Рассчитываем на успех. Спасибо. Я еще хотел добавить, я напомню, что завершение работы предыдущей Государственной Думы президент Путин собирал всех в Кремле и сказал очень важную фразу: надо провести выборы, которым граждане будут доверять. Сегодня граждане не доверяют выборам, потому что они не верят в честность выборов, они не верят в реальность выборов, поэтому они просто реальная явка по стране, ну не больше 30-40%. Остальное просто пишут тупо. Поэтому сегодня люди протестуют ногами и не ходят на выборы. Поэтому, естественно, если мы хотим провести выборы, которым будут доверять, то они должны быть отвечать всем демократическим принципам. Я приведу пример. Вы привели свой пример, Руслан, я приведу свой пример. Я был на одном участке в 2016 году, и я, имея статус кандидата в депутаты и, собственно, депутат Государственной Думы, я мог подходить непосредственно к столу, где уже непосредственно проводят пересчет голосов, когда вываливают свалку. А наши наблюдатели находятся в 10 метрах за решеткой такой. Ничего им сделать нельзя. Я, находясь у этого самого стола, не мог ухватить, точнее ухватил, но я понимаю, что я не все ухватил. Только как это все происходит, как эта манипуляция рук происходит. Но я еще раз напоминаю, что, естественно, мы поймали тогда, и тогда на этом участке, который я не уверен, что я 100% проконтролировал, стоя около стола, потому что все это так быстро происходило. И то мы там получили очень хорошие результаты, большинство. Я к тому, что мы напоминаем, мы сталкиваемся с большими сложностями, я сказал, с ситуацией с Кагином, который будет использоваться в интересах недопущения наблюдателей, ситуация с недопущением камерам, трехдневное голосование, когда обычно происходит голосование во всем мире один день, а все происходит ночью. Когда в 2011 году пришел ответственный за внутреннюю политику, в 2011 году, вы помните, кто тогда был, приходит ночью, в 3 часа ночи я с ним встретился, когда все происходило, переворачивалось с ног на голову. Я говорю, как так? Он говорит, ну, ничего личного, только так. Поэтому все происходит в территориальной комиссии. Если нам удастся удержать крупные города, мы, наверное, с учетом трехдневного голосования, мы, наверное, не сможем распыляться на мелкие участки. Мы будем контролировать крупные участки крупных городов. Это надо сделать максимально. И самое главное, даже если удастся отстоять на участках, то очень важно, чтобы в территориальных комиссиях все не перевернулось, потому что и от территориальных комиссий тоже очень много зависит. Поэтому мы сталкиваемся с большими сложностями. Трехдневное голосование, это ресурсное голосование, это будет сложно. Не допустить, чтобы ночью происходили какие-то цирковые трюки. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы при всех наблюдателях урны их закрывали полностью. Поэтому, если нам это удастся сделать, я думаю, что даже в этих условиях мы сможем обеспечить результат. Еще немножко добавлю, Александр Ильич. Просто очень хочется, чтобы население республики знало, инициаторами трехдневного голосования была партия «Единая Россия», они же единственные выгодополучатели от этого голосования. Месяц назад, год или чуть больше, депутаты КПРФ внесли закон. Давай месяца. Да, слышно. 2 месяца назад мы внесли в парламент законопроект и говорим, ну хорошо, федералы приняли трехдневное голосование, да, Федеральная Госдума приняла, будет трехдневное голосование. Давайте дополним его, субъект вполне может на себя взять такую ответственность и скажем 3 дня, так 3 дня. Давайте фиксировать результат каждый день считать, фиксировать. На сегодня проголосовало столько-то человек, столько-то за тех. Второй день голосования. Мы говорим, даже не против 5 дней тогда. Давайте фиксировать. Он говорит, да вы что, это отдельная работа ненужная. А мне некоторые представители Единой России просто говорят, да вы что, вы не доверяете в честность председателя избирательных комиссий? Я говорю, нет. Как странно. Они будут сидеть и дежурить. То есть я клянусь за эту честность. Ну, так, вот такой разговор. И нам отказали, закон не был принят. Закон не был принят.
3 дня давайте побеспокоимся о гражданах, ковид, хорошо. Но давайте посчитаем каждый день. Нет, потому что не нужно считать. Потому что эти ночи нужны для того, чтобы забрасывать туда. Мы другого не видим, логики другой нет. И было бы неплохо, отвечая на ваш вопрос, да, мы постараемся удержать города, мы готовим наблюдателей. Сложнее будет с селом всегда сложнее, просто очень большой разброс между избирательными участками, очень велико давление глав администрации на жителей, там, гораздо больше, чем в городе. Но тем не менее, этим можно бороться как контролем, так и тем, чтобы прийти всем избирателям на участки и проголосовать за тех, за кого они верят. Тогда переписывать-то ресурса нет, 101% не насчитаешь. Приходит 30, появляется потом 90. Это те, кто не пришли. Поэтому мы со своей стороны, как партия, в городах-то мы обеспечим точно и на селе бы, но и людей-то хотелось бы призывать. Но опять всех обманут. Но если они придут, будет другая картина. Вы как на участке находясь, понимаете, вообще не зашельмовать тогда. Вот совсем тогда надо просто взять и вываливать стопки и сжигать их, что ли. Что они будут делать с бюллетенями-то, я не знаю. Еще я хотел через средства массовой информации обратить внимание. Одним из шагов противодействия этому беспределу, который будет, и трехдневному голосованию, мы обращаемся к своим избирателям, к своим сторонникам. Мы понимаем, что в первые 2 дня будут пригнаны просто бюджетники, будут пригнаны те, которые подневольные люди. Мы категорически настаиваем наших сторонников приходить в последний день голосования. Последний день будет голосования, он покажет, какая явка, какая активность избирателей. Если чем больше, правда, так сказал Вадим, придут людей, то сложнее будет нарисовать явку и нарисовать свой результат. Вы представьте, они в последний день, если люди будут приходить, а уже у них пометки стоят, они проголосовали. Законопроект, фальсификация. Очень тяжело будет им потом оправдываться. Фальсификация после изругания. Да. Ну и, естественно, напоминаем уголовную ответственность. Наказывать нет никакой. Да, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Тимур Авзалов, Комсомольская правда. А чем обусловлено то, что не дают доступ к камерам? Ничем, распоряжением Центральной избирательной комиссии, которую озвучила Элла Памфилова под руководством Булаева. Ничем не обосновано. Просто, дескать, они переживают, объясняют тем, что это будет там хаотичное, там какие-то, то есть ничем. Да, пожалуйста, есть? Да, у тебя голос. Еще короткий вопрос можно? Как можно будет контролировать электронное голосование? Практика всех мировых выборов показывает, что наиболее, скажем, махинации проводят во время электронного голосования, подтасовать можно. Здесь тем более, как можно будет это проконтролировать? Нас уверяют, что электронное голосование самое чистое. На самом деле фальсификация происходит в том числе и по выносным уровням, и по досрочному голосованию в первую очередь. И хотели даже провести, мы добились до того, чтобы не допустить голосования, так называемое, на пеньках. Поэтому вот в данном случае электронный я лично не верю. То есть, хоть нам говорят, там вот эти КАИБы, все, но я считаю, что в нынешней ситуации, в нынешних таких высоких технологий, всегда можно поставить какой-то жучок, что-то там переделать. Нас уверяют, что это нет. Единственное, мы настраиваемся мы настаиваем на то, чтобы голосование было такое традиционное. Есть бюллетень, положил в одну пачку, в другую пачку, даже не так, как пересчитывается сейчас. Я лично не верю в электронное голосование. Для того, чтобы народ голосовал за нас, наверное, коммунистов, надо поднять авторитет нашей партии. Я сейчас кое-что скажу, послушайте и подумайте. Мишкинский район 6 героев. 1 герой Советского труда, 5 героев Советского Союза. Среди них такой есть Загир Алик Ханович, который он 30 апреля еще поднял знамя Рейхстага. На 75 лет Победы ни один руководитель, в том числе района, не пришли на его могилу, не поклонились. Единственный товарищ Галин после знакомства со мной, познакомился в сентябре месяце, он приехал и поклонился перед могилой героя. Я прошу вас, передать Государственную Думу, инициировать при Государственной Думе, руководство страны, поставить достойный памятник на могиле героя и официально присвоить звание Героя России.
так как подписью Георгия Слежукова ему не было присвоено звание Героя Союза. Почему мы прекрасно понимаем, когда нужен русский и грузин. Мы ничего не имеем против этих героев, которые именно на куполу подняли. Как наказ принято, да. Все принято. Дальше. Спасибо, да. Второй вопрос. Более 30 обращений было к главе республики. Если можно чуть лаконичнее, потому что у нас время ограничено. Да. Более 30 было обращений к главе республики, он нашей делегации не принимает. 10 октября 2019 года был подписан распоряжение министра здравоохранения Республики Башкортостан о перепрофилировании участковой больницы села Чураева в амбулаторию. Правда, надо сказать, на днях отправили врача, но через год она выезжает учиться. Народ недоволен этим. Были подписы, три было проведено схода населения, были подписи населения, 200 подписей на не слушали. Оказать помощь, все-таки восстановить статус больницы, Чурайской больницы, чтобы народ мог получить нормальное медицинское обеспечение. Следующий вопрос возникает по Сухаревской средней школе. Мы, товарищи Галин, были в октябре месяце. Затем 24 февраля снято было видео, материалы были отправлены, опубликованы 4 марта на ufa.ru, соответственно, обращение в прокуратуру. Сегодня такая картина получается. Школа находится в аварийном состоянии, особенно крыша. Практически сейчас даже учиться невозможно. Но Единая Россия сегодня приняла решение, как будто местная инициатива начинает собирать деньги у населения. На сегодняшний день 9 человек по 1000 рублей. Но сдача денег пойдет, возможно, 34 числа, так как президент дал указание, что 2 числа школьнику выдавать 10 тысяч рублей. Все понятно, спасибо, да. Смысл что? Спасибо. Получается у нас работы нет, но обдирать население. Поэтому надо остановить этот процесс, чтобы ремонт прошел именно за счет бюджета. Спасибо. Все, ну тогда будем заканчивать тогда. Собственно, спасибо. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Получается, город Уфа единственный такой город, у которого есть 4 нефтеперерабатывающих завода Башнефти. Никаких аналогов в России нету. Вот. И буквально несколько лет назад Роснефть поглотил Башнефть. И если сравнивать прибыль, то в 2019 году прибыль Башнефти составила порядка 80 миллиардов рублей. А 2020 год Башнефть закончила с убытком в 11 миллиардов рублей. Со стороны КПРФ будут какие-то действия в адрес Башнефти неэффективного управления активами? В связи с тем, что 20% активов Башнефти принадлежит городу и республике, и республика распоряжается этими активами. Ну, 20% принадлежит республике, но 80% принадлежит кому? Поэтому вся там политика компании, она строится так. Другое дело, это мы на примере Башнефти, в общем-то, показали пример, что действительно актив, который работает в интересах республики, а мы настаиваем в своей программе, если у нас будет большое, достаточное представительство в Госдуме по нашей команде, которая по реализации, то первым пунктом нашей программы как раз является, что все стратегические отрасли должны принадлежать под контролем государства. Государством будет проведено эффективное планирование, закон о планировании принят, но он не работает. Поэтому именно вот это должен быть комплексный подход. Так отдельно взятым, мы сейчас будем говорить, вот там, мы же не повлияем на компанию, там сидит руководитель Сечин, который, ну, наверное, между небом и землей там к нему не добраться. Поэтому они определяют политику, а 20% переходит государству. Просто из сверхприбыльной компании получается убыточно, и республиканский бюджет терпит убытки из-за неэффективного управления. Будем поднимать вопросы. Да, будем насколько поднимать. я знаю, не 20, 25% у республики. 25 и 1. Да, 25 И плюс одна акция. Это как раз дает возможность влиять на принятие решений в компании. У нас в программе написано, Денис, посмотрите, ладно? Фракция КПРФ неоднократно предлагала вернуть все активы республики, в том числе БашРТС, и контролировать уже население.
Я просто указал частный пример, который... Вот частные примеры есть на это. Ну вот вы правильно говорите, 25 плюс 1% дает возможность влиять на принятие решений в компании, по крайней мере на стратегические решения в компании. А я думаю, что отсутствие прибыли там как раз таки не из-за каких-то тактических провалов, это какие-то принятые стратегические решения. 25% плюс одна акция управляется согласно закону правительством Республики Башкортостан, да, и они принимают решения. Нам, к сожалению, неизвестно, чем вызваны эти убытки и как на них можно влиять. Да? И населению республики, насколько я знаю, неизвестно, это не публикуется нигде. Республиканский комитет партии и Кутлугужин Юрий Климович неоднократно поднимал вопрос о создании в республике правительства все-таки народного доверия, да? Когда парламентские партии республиканские, представители их тоже входят в правительство республики. Сейчас правительство республики говорит о том, что давайте туда генеральных директоров предприятий ведем. Может быть, это тоже нужно. Я не знаю, чем это продиктовано, но иметь по каждой партии, которая прошла в парламент республики, очевидно есть либо очень грамотные члены партии, либо грамотные сторонники их. И нахождение их в республике дало бы возможность минимум всему населению республики знать о том, что и каким образом принимаются решения в правительстве. Во-вторых, образом влиять на них, ну, по крайней мере, советом. К сожалению, сейчас этого не существует института. И все остальные парламентские партии, кроме «Единой России», отрезаны от этого. Поэтому это прямой вопрос «Единой России», это прямой вопрос их уровня управления активными в республике. Спасибо тогда. Спасибо всем, товарищи. Уважаемые коллеги, спасибо за участие. Надеюсь, что в следующую пресс-конференцию мы соберем больше представителей средств массовой информации, и она проведет более в таком открытом диалоге. Спасибо. Кандидаты в депутаты